Здравствуйте, мои дорогие, любимые! С вами снова канал Alive. И сегодня у нас замечательная тема. Открой карту, загадай ситуацию, да, и послушай совет Таро. Что скажет Таро на твою ситуацию? Как в ней поступить? Что нужно сейчас делать? Нужно именно загадывать конкретную ситуацию или проблему. То есть как поступить, чтобы эта проблема, допустим, разрешилась, или как выйти из этой ситуации. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. И гадать я сегодня буду на Таро викторианских фей. Пока я выкладываю карты, я вас приглашаю на индивидуальные расклады. И напоминаю, что вы можете также смотреть список топовых видео на этом канале и на канале Школа Таро Альвиен. Тоже заходите на канал и в разделе самые популярные видео смотрите видео, потому что у меня 3 канала. Также канал гадания, заговоры, ритуалы Карина, тоже подписывайтесь. Итак, первая позиция у нас будет кот с лейкой. Вторая позиция кот-детектив. Третья позиция кот с гитарой. И четвертая позиция – это кот с планшетом. Первая, вторая, третья, четвертая. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем отодвигать наших котов в сторону, чтобы ознакомиться с первой позицией. Вы прям можете все 4 ситуации, которые вас беспокоят, загадывать на все 4 позиции и смотреть. Но сейчас мы разбираем именно первую вашу ситуацию или проблему. Какой совет дадут карты Таро в этой проблеме, да? И тут у нас вышла карта девятка зимы. Ну, смотрите, девятка зимы – это карта такая немножко унылая, как вы видите. Почему унылая? Тут, значит, зима. У женщины есть вроде как дом, кров, есть решетка. Ласка охотится за феей, да? Мы видим, что Ласка заглядывает в окно. Но фее нечего бояться. Ласка не сможет пройти через решетку. Ласка не сможет забраться к ней в теплое жилище. А фея все равно трясется и боится. Вот смотрите, какая все-таки карта говорящая, да? Что человек здесь слишком накручивает ситуацию, он преувеличивает опасность. Опасность была бы, если бы она вышла из дома, тогда бы ее Ласка поймала, и неизвестно, что было бы дальше, да? Но сейчас она в безопасном жилье, все с ней хорошо, у нее тепло, у нее есть лампа, у нее есть постель, все прибрано, она в чистом белье. У нее есть запасы еды на зиму. Выходить никуда не надо, не обязательно. И вот совет по этой карте – не бояться, не накручивать. У вас все хорошо. Вот та ситуация, которую вы загадали, на самом деле ответ карт, совет карт. Запомните сначала, что у вас все хорошо. Вам не стоит эту ситуацию преувеличивать и накручивать. Вы слишком ее себе раздули в голове, как негативную. А на самом деле ситуация выглядит совершенно иначе и безопасно для вас. То есть высшие силы, по сути, уже заботятся о том, чтобы ситуация разрешилась в хорошую сторону. А вы об этом не знаете. Давайте посмотрим еще одну карту. Вышла карта Шут. Здесь у нас феи тянут человека куда-то. Ну, в свой волшебный лес, да. Но они делают это коварно. Почему? Потому что люди, которые попадают в лес фей, чаще всего сходят с ума. И, соответственно, человек сам не знает, куда он идет, феи его одурманили, они его тащат. Скоро он дойдет до их леса, до их территории, и, соответственно, ему там станет плохо с головой. А сейчас он в неведении. Собака всеми силами пытается его оттащить, спасти. Вот, скорее всего, у вас какая-то такая идет ситуация в жизни, что вы совершаете, может быть, опрометчивый шаг. Ну, как бы так получается, что кто-то вас уговаривает это сделать. Но есть кто-то, кто отговаривает, поэтому послушайтесь того, кто
пытается вас отговорить, потому что это на самом деле очень правильно, что вас пытаются отговорить. А вы как будто бы идете как ослик за морковкой. И, по сути, с одной стороны, вы испугались, что-то накрутили себе, да, почувствовали себя в ловушке. Здесь ласки вас окружили. Но если вы выйдете на улицу из вашего теплого жилища, то вас сразу же утянут феи или эти же ласки съедят. Поэтому вы, пока вы в безопасности, но вы можете оказаться в опасности. И не надо лезть, куда вас не просят. Просто не выходите из дома, как говорится, не в прямом смысле. У вас есть какая-то зона безопасности на сегодняшний день, понимаете? И есть ваши друзья или друг, который останавливает вас от того, чтобы выйти из этой зоны безопасности. Так и не стоит выходить из нее. У вас получается так, что если вы сами не будете вести себя глупо, то у вас и не будет никаких проблем в этой ситуации, в которую вы загадали. То есть вы сами по себе готовы как будто бы совершить этот глупый поступок. Но вы его еще не совершили. Не тупите. Вот о чем говорят карты. Просто не делайте глупостей. Послушайте своих друзей. Вот такая первая позиция. Давайте перейдем к позиции номер 2. Наш кот-детектив. Совет по ситуации, которую вы загадали. Да? Как вам теперь поступить или как разрешать эту проблему или ситуацию вообще? Что посоветуют карты Таро? Здесь мы видим карту смерть. Смерть показывает, что есть у всего начало и у всего есть, по сути, конец. Иначе быть не может. Конечно же, совет по вашей ситуации – это отпустить. Сразу же просто отпусти эту ситуацию. Ты слишком привязываешься к ней. У всего есть начало, у всего есть конец. Если что-то заканчивается, отпускай. И вообще просто ты слишком прицепился к этой ситуации или прицепилась. Отпусти ее. Успокойся. То, что, как говорится, отмирает, оно в любом случае отмирает, и ничего ты не сделаешь. Ты не сможешь с этим совладать, с этой силой. Потому что смерть – это такая сила, да, что если она уже унесла, допустим, какое-то событие, какую-то ситуацию от вас, ушел человек, не обязательно, что умер, да, или уехал, или разлюбил, вы ничего не сможете с этим сделать. То есть есть такой момент отпускания. Причем вы, скорее всего, в какую-то ситуацию именно вцепились. Прям вцепились. Видите, следующая карта у нас 4 весны. По сути, она свидетельствует о том, что трудные времена все остаются позади. И есть время праздновать. Ваша ситуация требует того, чтобы вы ее отпустили. Вам станет очень легко от того, что вы это отпустили. Приятно. Вы освободитесь от тяжелой ноши, если отпустите и смиритесь с тем, что у всего есть начало и конец. И у вас появится повод для того, чтобы веселиться, радоваться, праздновать и на душе ощутить эту легкость. Причем жизнь у вас имеет какой-то сейчас кардинальный поворот. И именно в лучшую сторону, то есть в сторону того, чтобы жить припеваючи. Главное просто взять и не привязываться к тому, что вы загадали. Как только вы станете свободным человеком в душе от этой ситуации, сразу же все разрешится, все исправится, и вы будете просто праздновать свою победу. Такая у нас 2 позиция. Она очень простая, я считаю. Даже добавлять нечего. 3 позиция, кот с гитарой. Загадай ситуацию, послушай совет Таро. И первая карта у нас тройка лета. Тройка лета – это такой типа своеобразный небольшой водопад, где все брызгаются, резвятся, веселятся. Они счастливы. Во-первых, от того, что тепло, лето. Во-вторых, водоем. Они все пришли искупаться. И по сути, самая суть этой карты, да, что все, кто здесь собрались, настоящие друг другу друзья. Что птицы, что феи дружат друг с другом, даже несмотря на то, что они
в чем-то разные, но все умеют летать, в чем-то похожи, да. И, конечно, если вы загадали тут вот любую, да, ситуацию, карта советует воспользоваться помощью друзей, окружения, уметь обращаться к близким. То есть вам не надо повода для того, чтобы встречаться с друзьями и близкими. Вам нужно уметь дружить постоянно. Вам нужно постоянно встречаться, общаться, разговаривать. Это важно. И тогда сразу же вы поймете, что вы можете обращаться по поводу ваших проблем. Вы можете обращаться к вашим друзьям, приятелям, коллегам по работе, знакомым. Как только вы с ними дружите, часто встречаетесь, общаетесь, вы слушаете друг друга, устраиваете посиделки, эти люди тут же вам и помогут в разрешении вашей проблемы. Они могут помочь советом, они могут помочь материально, они могут подставить плечо, порекомендовать вас кому-то и так далее. То есть разрешить каким бы то ни было образом эту проблему. Вторая карта у нас рыцарь лета. То есть все равно у вас падает лето. Вот заметьте, а лето – это удачное всегда разрешение всех вопросов и процветание, счастье, радость, солнце, понимаете? И, конечно, ваша ситуация в скором времени разрешится. Но, опять же, карты указывают на кого-то, кто может вам помочь. Вот этот рыцарь – это, возможно, мужчина, близкий друг или любимый человек, кто обладает такими качествами характера, как романтичность, душевность, даже человеколюбие какое-то, да. И этот человек вам поможет. Вы обратитесь к нему. Вот почувствуйте, кто это может быть, вот кто обладает постоянным оптимизмом. Это даже и женщина может быть, конечно, не обязательно мужчина. Но чаще всего рыцарь – это мужчина, да. Поэтому обращайте внимание на людей любого пола, но у которых есть вот такое в душе, да, порывы в душе, что человек от души может помочь, подсказать, поговорить с вами. Обратитесь к человеку, и эта ситуация у вас явно сразу же разрешится, как только вы с кем-то объединитесь, подружитесь, будете командой, так скажем. Конечно, вам помогут, и все будет хорошо. Вот такая у нас третья позиция. Позиция номер 4. Как разрешится загаданная вами ситуация или проблема, какой совет вам дадут карты Таро, как вам действовать, да? Так, у нас здесь вышла карта Королева лета. Ну, во-первых, вам может помочь какая-то женщина в разрешении данного вопроса. Она приятная, душевная, красивая, благородная, она может выслушать. Она добрая, очень добрая. И, конечно, эта женщина, подруга, родственница, знакомая, для мужчины любимая женщина, может помочь в решении этой проблемы. Не решайте проблему в одного. Но также эта проблема может решаться с помощью любви и чувственности, душевного тепла, доброты к людям. То есть, когда вы добры, то и люди отвечают тем же. Вы любите, люди отвечают тем же, и проблема разрешается. Ситуация может быть решена именно с помощью вашей доброты, человеколюбия и хорошего общения с окружающими. Если вы решаете вопрос по-доброму, люди идут вам навстречу. Если не можете по-доброму, вот и не решается эта проблема, понимаете? То есть все на самом деле в душе люди добрые, они родились добрыми. Их потом испортила жизнь, как говорится, но они родились добрыми. И когда вы кому-то добры, это всегда находит отклик в душе другого человека. Поэтому здесь добром решается вопрос, только добром. Только вашим светом или с помощью вот такой светлой женщины. Смотрим еще карту. Рыцарь зимы. Видите, торопитесь, карта говорит, торопитесь. Решить вопрос нужно скорее, прямо сейчас. Сию минуту, сию секунду, да? Чем быстрее, тем лучше. Плюс в этом вопросе может резко что-то быть такое неожиданное в ближайшем будущем, что-то меняться, то, что вы не думали, не ждали, не гадали, не ожидали. Плюс изменения эти могут идти от мужчины. Резкое появление мужчины или резкие факты о мужчине, информация о нем. Или резкая информация от него, понимаете? То, что вы не думали от него получить, вот какой-то как вопрос какой-то такой будет стоять острый, что вы даже не думали, что этот человек вот как-то именно так отреагирует.
Возможно, ваша проблема связана с каким-то мужчиной, и он еще и будет совершать несколько рискованные действия. Поэтому здесь и нужна мягкость. Королева лета сдерживает рыцаря зимы. Он весь такой быстрый, он куда-то поторопился. До того поторопился, что даже может наделать делов, да, дров наломать. С горы катится, куда он катится, остановится, не остановится, неизвестно. Слишком импульсивный. А королева лета мягкая, добрая, приятная. Она может его остановить одним взмахом своей волшебной палочки. Поэтому задумайтесь. Ведь такого человека останавливает именно вот этот момент, да, что есть в человеке мягкость, добро, человек ранимый. А рыцарь мечей, рыцарь зимы, да, он может хоть кого поранить, пока вы не вызовете в нем некого сочувствия, что ли, такого человеческого чего-то. Если вы с ним сражаетесь и остро реагируете, он будет психовать до конца, реагировать остро. Но если он натолкнется на мягкость, вот что будет? Он раз ударит, два ударит своим мечом, а вы просто принимаете это, допустим, удары, да? Пытаетесь понять, выслушать, вникнуть. Соответственно, рыцарь мечей натыкается каждый раз не на ту реакцию, которую он привык видеть в людях. И, соответственно, если вы продолжаете быть добрым человеком и реагировать по-доброму, это никого не оставит равнодушным. И человек успокоится в итоге. Вот и все. Ну, вот такая у нас 4-я позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть канал Alive. Я сюда выкладываю постоянно видео. Смотрите также наши плейлисты. Вот у меня есть плейлист, здесь гадания. Вот смотрите, если вам нравится гадание, смотрите гадания. Выбирайте там самое рейтинговое видео, посмотрите, как понравится ли оно вам. Вот. И переходите на школу Таро Альвиен, это мой основной канал. Там у меня каждый день много выходит всего интересного. И есть целый список популярных видео, которых вы можете посмотреть что-то. Есть плейлисты, например, любовные гадания, предсказания будущего, советы высших сил, гадания на здоровье, гадания на работу, финансы, недвижимость, суды и так далее. То есть посмотрите на школе Таро Альвиен плейлисты. Всем пока и до новых встреч!